В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных темах. Отчет исполнительных органов власти Якутии стартовал в Верхнеколымском районе. Расскажем подробности. С 3 февраля увеличена грузоподъемность ледового автозимника Якутск-Нижний Бестях. Теперь разрешен проезд транспорта массой до 40 тонн. Мастерицы из Алёкского района представляют Якутию в Москве, где стартовала масштабная выставка «Форум «Уникальная Россия». Отчет правительства Якутии стартовал в Верхнеколымском районе. Правительственную рабочую группу возглавил Николай Бочков. Всего в рабочую группу вошли главы министерств, финансов, экономики, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, труда и соцразвития, Министерства по делам Арктики и народов Севера, а также представители управления мелиорации, Центра по развитию ЖКХ, компании «Арктик Телеком» и дирекции жилищного строительства. Напомню, очные отчеты правительства Якутии пройдут во всех муниципалитетах, итоги же подведут на каналах телерадиовещания НВК «Саха». С 3 февраля увеличена грузоподъемность ледового автозимника Якутск-Нижний Бестях по федеральной дороге Колыма. Теперь разрешен проезд транспорта массой до 40 тонн. Об этом рассказали в Упордор-Вилюй. Одновременно до 40 тонн поднята и разрешенная масса на зимней переправе Кангалас-Сотинцы на дороге Барагон. Дорожные знаки установлены на обоих берегах, а содержание переправ обеспечивает подрядчик. В управлении просят водителей строго соблюдать ограничения по массе и требования дорожных знаков во избежание повреждения ледовых переправ. В Якутии стартует выборочное наблюдение доходов и участие в соцпрограммах среди многодетных. С 3 по 16 февраля Росстат опросит 630 домохозяйств в 23 районах республики. В Якутске в рамках общероссийского охвата из 50 тысяч семей. Интервьюеры будут предъявлять служебное удостоверение. Все ответы конфиденциально, используются только для официальной статистики. Наблюдение, проводимое ежегодно с 2025 года, поможет оценить уровень жизни многодетных, их доходы и эффективность мер поддержки в рамках нацпроекта «Семья». С 1 февраля в Якутии проиндексирована выплата пособия по безработице. Коэффициент индексации составил 1,056. Теперь минимальный размер пособия по безработице составит 1863 рубля. Максимальный по безработице в первые 3 месяца выплаты составит 15 886 рублей. Максимальный же размер пособия по безработице в следующие 3 месяца выплаты составит 6209 рублей. Максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста 15 886 рублей в течение всего периода выплаты. 105. Алмаз-Эргиенбанк вручил главный приз своей акции «Новую квартиру в ЖК «Алгыз». Кто стал ее счастливым обладателем и как прошло вручение, смотрите в сюжете далее. Победители квартиры акции от АЭП. Этот момент стал особенным для Марии Уваровской, учителя информатики одной из столичных школ. Мария рассказала, что для участия в розыгрыше регулярно пользовалась картой банка и накопила около 30 билетов. Один из них оказался выигрышным. Я на самом-то деле была в шоке в самом начале. Конечно, радость, большая радость, счастье. И я очень благодарна своей судьбе, получается, да, своим родным, своему окружению. Также очень благодарна Алмаз-Эргиенбанку. Я клиент банка примерно 2003 года. Все документы уже оформлены и ключи официально переданы победительнице. В этот момент становится ясно, мечта Марии стала реальностью. Квартира, она, скорее всего, как ассоциация некой мечты, дома, уюта. Когда планировали свою акцию, мы думали именно о том, чтобы подарить человеку мечту. И мы, на мой взгляд, успешно с этим справились. Мария Уваровская стала владелицей квартиры в первом из 2 домов ЖК «Алгыз». Дом расположен в удобном районе. Рядом будет школа и детский сад, предусмотрены парковки и игровая зона. С АЭБом мы работали в первый раз, получается, выступали генеральным партнером. И первый раз в таком формате разыгрывали квартиру. Нам было важно, что первый банк республики Алмаз-Эргиенбанк выбирает партнером такую компанию, как мы. Алмаз-Эргиенбанк регулярно проводит акции для жителей Якутии и продолжает помогать клиентам исполнять их мечты. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск.
Филиал ДЮСШ номер 5 вот-вот распахнет двери для жителей микрорайона Спортивный. В здании площадью 2000 квадратных метров. Каждый найдет активность по душе от бокса до скалолазания. Особая гордость – скалодром, первый в спортивных школах Якутска. Зал, к слову, возвели в рекордно короткие сроки, всего за полгода. Впереди только оформление документов. Руководство филиала рассчитывает, первые тренировки в стенах нового сооружения пройдут уже в феврале. Все удивляются, прям в Якутске такой именный зал есть. Ну, думали, что вот, ну, как говорите, в 17-м квартале нету спортивного зала, но все заходят и удивляются. Ну, такой большой комплекс, такой 2170 квадратных метров. Это как бы зал, игровой зал, зал борьбы. Там еще один зал и тренажерный зал. 2026 год в Черопчинском наследии объявлен годом благоустройства. Масштабная работа по созданию комфортной среды началась с очистки территории полигона, в котором, несмотря на сильные морозы, приняли участие общественные организации и 10 единиц специальной техники. В течение года планируется вовлечь каждого жителя в процесс улучшения облика села и создания условий для качественного отдыха. Сегодня участвует на субботнике более 100 мужчин. И вот на днях тоже, на следующей неделе тоже будут участвовать на субботнике другие организации, общественные организации и в целом жители нашего села Черопча. Министерство просвещения страны подготовило рекомендации по срокам школьных каникул в 2026 году. Согласно документу, весенний отдых для учащихся запланирован на период с 28 марта по 5 апреля. Летние каникулы в соответствии с рекомендациями ведомства продлятся с 27 мая по 31 августа. Также Минпросвещение рекомендует школам установить дополнительные каникулы для первоклассников. Они могут пройти с 16 по 22 февраля этого года. В Бердигистяхской средней школе имени Семена Данилова в Горном районе прошел профориентационный день. Преподаватели и студенты из медицинского, педагогического и инженерно-технического институтов, юридического факультета, а также физико-технического лицея встретились с учащимися. Были проведены различные производственные занятия, игры и курсы, что оказалось очень интересным для учеников 7 по 8 класс. По итогам встречи педагогический коллектив разработает дорожную карту для системного сотрудничества с вузами в рамках специальной образовательной программы. Мне очень понравилось все мастер-классы. Особенно мне понравился мастер-класс там, где нам показывали юридические статьи, там, законы, и показывали мультики, в которых есть нарушение законов. Мы это все смотрели и подсказывали, помогали. Детский сад «Ромашка» села Графский берег Намского района стал победителем гранта российского конкурса фонда Тимченко с проектом «Лебеденок». Проект был направлен на комплексную систему поддержки семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. На реализацию его выделили 9 миллионов рублей. Создан специальный кабинет, с детишками будет работать логопед и психолог. Среди новых специальных оборудований есть настенный сенсорный комплекс «Бидиборд Мишка». Это новый стандарт в коррекционной работе. В нем содержится около 200 заданий, можно использовать для обследования и коррекционных занятий. Направлено на развитие социально-коммуникативное, на речевое развитие. То есть можно этим оборудованием работать не только с детьми с особыми образовательными потребностями, но и с обычными ребятишками. В нашем детском саду 5 групп, наполняемость 64 ребенка. Из них 10 именно дети с особыми образовательными потребностями. Этот проект родился из желания помочь детям с особыми образовательными потребностями получить полноценное воспитание и развитие. Все регионы в гости к нам. В Москве стартовала масштабная выставка «Форум «Уникальная Россия». Она собрала сотни мастеров со всей страны, которые привезли свои неповторимые костюмы, украшения, декоры, даже мебель. Якутию представляют мастерицы из Оленёкского района. Все подробности Максима Кардозу. Выставка идет 2 недели, и за этот период полностью сменяется трижды, для того, чтобы как можно больше мастеров показали здесь свои работы. Первыми Якутию представили здесь намские мастера, а сегодня презентация уже от Оленёкского улуса. Обряд очищения – место проведения нашего открытия.
Оленёкская делегация подошла к презентации серьезно. Здесь и обряд очищения, и круговой эвенкийский танец. Для посетителей приготовили и северные деликатесы. Конечно, колорит невероятный. Я даже поучаствовал вот в этом зажигательном танце. Это не просто выставка и не просто ярмарка. Это некий симбиоз огромного количества различных направлений. А сейчас здесь как никогда представлены различные регионы России. То есть это все нас объединяет. Да? И я, например, человек из Москвы, спокойно могу окунуться в энергетику и культуру Дагестана или Якутии, или какого-то другого региона. На самой экспозиции можно увидеть традиционную одежду северных народов из 3 наслегов. Мастерицы, которые вот именно занимаются традиционным шитьем оленёкских эвенков и которые вот пропагандируют искусство наших предков. И очень приятно то, что мы вот занимаемся пропагандой традиционного шитья из оленевого меха. Да? Мы возродили и весь комплект мужской. Это у нас нагрудное украшение народов Севера. И амулет «Северный олень» означает, что этот олень приносит удачу, оберегает нас, народов Севера. Это одевают по праздникам. У нас праздник есть Бакалдын, и вот там это одевают. Выставка рассчитана до 8 февраля. И из Якутии на форуме свои работы должны показать еще мастера из Верхневилюйского улуса. Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Москва. Сборная Якутии успешно выступила на главном старте сезона чемпионате России по стрельбе из лука, который прошел в Орле. По итогам соревновательного дня в копилке команды 3 медали, 1 серебро и 2 бронзы. Мария Тараярова боролась за высшую ступень пьедестала. В решающей дуэли с Екатериной Богатыревой из Краснодара Мария уступила лидерство, став серебряным призером чемпионата страны. Даяна Винокурова из блочного лука в напряженном поединке за 3-е место одолела Елизавету Боброву из Башкортостана и завоевала бронзу. Спустя некоторое время Даяна вновь вышла на рубеж, но уже в составе женской команды, вместе с Юлией Марковой и Ариной Сыреновой. В матче против сборной Бурятии якутские лучницы проявили железную выдержку и выиграли со счетом 233-228. Мария Тараярова, Республика Саха-Якутия. Это были все новости к этому часу. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи.